Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Даян Данцирюн. Сегодня в выпуске. Глава Тувы проверил строительство социальных объектов Байтайги. Представители правительства посетили Дзунхемчикский район. Минсельхоз Тувы перенимает опыт у коллег из Башкирии. В Кызыле открылся новый школьный кванториум. Вспоминая о визите его святейшества. Владислав Ховлык посетил село Карахоль Байтайгинского Кажуна. Глава проверил ход строительства социальных объектов. Напомним, село Карахоль вошел в проект «Народный мост». Материалы для устройства перехода через реку Карасуглу в местечке Таштыхоль доставлены. В дорожное хозяйство Байтайги в 2021-2022 годах возложено более 26 миллионов рублей. Завершен капремонт участковой больницы. Кроме отделки реконструирована отопительная система, обустроен септик, пожарная сигнализация. Все обошлось в 6,6 миллиона рублей. В прошлом году проведен капитальный ремонт на участковой больнице. Врачи, медперсонал в полном составе имеется. Оснащение тоже все есть. Я думаю, в таком отдаленном поселке обязательно, такого рода, именно как больница, участковая больница должна быть. Глава проинспектировал также гнездо «Орлят», встретился с местными жителями в ДК имени Хензигола Кужугета. По итогам встречи он поручил Министерству культуры Тувы увеличить выезды в отдаленные села известных коллективов с концертами и представлениями. Заместитель председателя правительства Республики Тыва Елена Хардикова побывала в Дзунхемчикском районе, где посетила ряд важных объектов, специалисты которых ведут работу с несовершеннолетними и семьями. Алдын Кызбуян продолжит тему. В Центре помощи семье и детям Дзунхемчикского района имеется все необходимое для временного пребывания детей, оказавшихся в социально опасном положении. Отдельные спальни для девочек и мальчиков, столовая, прачечная, игровые комнаты. На сегодняшний день здесь находится 14 детей. Понравился хорошее оснащение кабинета психолога. Есть все необходимые технологии, методики, инфраструктура, материал для работы. Грамотный специалист к работе приступил недавно. Я думаю, что с ее приходом здесь работа этого центра будет, именно кабинет психолога будет иметь другое направление, более серьезное содержание. Созданы в центре и условия для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но работа пока не ведется должным образом. Здесь есть вопросы и не только к специалисту, который ведет эту работу, есть вопросы определенные и к руководителю данного центра, и к Министерству труда, которое непосредственно работу по детям-инвалидам. А вот это уже Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов. Есть сад, огород и небольшое подсобное хозяйство. Когда собирают урожай, бабушки и дедушки варят варенье, закатывают овощную икру и компоты. Еще и подписывают. Постояльцы могут играть в шахматы, читать, смотреть фильмы. Определена для верующих и молитвенная комната. Пожилые люди довольны всем, но есть одна просьба. Самое главное, в чем дело, деньги. Пожалуйста, просто раз такие начальства приехали нам на гости. Нам, пожалуйста, массажист врачи надо. Хоть не врачи, что на койке лежали, нас массажировали. Мы все тут живем, такие коллеги. Только массажист надо. Елена Хардикова с руководством центра обещали рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Всего по нормативу 55 койко-мест. Фактически в данное время проживает 52 получателя социальных услуг. Здесь работают в штатном единице 3 медицинских сестер и 1 врач-терапевт. И еще санитарки палаты, насчет медицинских работников и прочие хозяйственные персоналы. Заболел – есть врач, боишься – есть охранник, скучно – есть друзья. Так говорят постояльцы о жизни в Чаданском доме-интернате. Алдын Кызбуян, Владимир Сюртук, Азамат Очур, ТУВА-24. Сотрудники регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на днях вернулись из Уфы, где прошла встреча с представителями ведущих предприятий Башкирии. Подробности поездки узнавал Сайгын Пюрбю.
Республика активно поднимает сельское хозяйство и налаживает собственное производство. Освоение некоторых видов хозяйств требует определенного опыта. По поручению главы Тувы делегации регионального Минсельхоза был осуществлен выезд в Республику Башкортостан для изучения успешного опыта по переработке конины и организации пчеловодства. Мы посетили СПОКи, которые занимаются переработкой, и посмотрели технологию их переработки, посетили аграрный университет Башкортостана. Один из традиционных для степняков продукт – конина. В Башкирии производство мяса поставлено на промышленный уровень. Конина – это традиционное наше блюдо. Издревле наши предки готовили. То есть она готовится сыровяленой, горячего копчения, то есть несколько видов. Это традиционно национальные, это казы. Ни для кого не секрет, что башкиры славятся своим медом. Немало средств на пополнение бюджета республики идет именно от пчеловодов. Вместе с рабочей группой посетили пасеку Рустема Тагировича. Общее количество пчелосемей 700, и в сутки производят они до 3 тонн меда. В целом так изучили комплекс оборудования, технологические линии и виды пчеловодства тоже изучили. Мы Отдельного внимания стоит посещение нашей делегации Башкирского аграрного университета. Специалистов Тувинского Минсельхоза впечатлила материально-техническая база для практических занятий и изучения становления аграрного дела. Агроуниверситет, где все сделано с такой теплотой, с такой любовью, все это собрано. И получается, они сюда, как экскурсия, привлекают будущих своих студентов, показывают быт. В настоящее время формируются и другие делегации для изучения положительного опыта переработки облепихи, производства молочных изделий, организации различных видов туризма и много других сфер деятельности для применения в условиях Тувы. Сайгын Бирбен, Буян Монгуш, Мирана Иргит, Тува 24. На базе школы номер 3 Кызылы открылся новый детский технопарк «Кванториум». Уже 3-й в регионе, 2 из которых на базе школы. На открытии присутствовал и министр образования Республики Тыва Алексей Хромцов. Детский технопарк «Кванториум» – это федеральная сеть, где дети получают дополнительное образование. Это уникальная среда для ускоренного развития детей по многим направлениям. Открыты цифровые лаборатории по биологии, физике, химии и технологии. Здесь дети будут заниматься робототехникой, 3D-моделированием и конструированием. Школьники смогут проводить собственные эксперименты. Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Кванториум» создан в рамках национального проекта образования. Открытие прошло в актовом школы. С приветственным словом выступила директор Наталья Заболотнева. Будет формироваться у наших обучающихся естественно-научная, математическая и информационная грамотность. Это очень важно. Ребята, теперь вы сможете получать параллельно с обычными знаниями, которые вы получали до сегодняшнего дня, и дополнительные знания, которые будут ориентировать вас в будущую профессию. На открытии министр образования республики Алексей Хромцов сказал, что такие технологии будут помогать детям развиваться творчески. Дети относятся к этим нововведениям, вы видели, радостно. И вы сами там зависли, как говорится, в одной из лабораторий. Уверен, что расширение точно будет возможности образовательного процесса. И учителя будут свои программы перестраивать, их насыщать, наверное, новыми цифровыми возможностями. При открытии говорили коллеги, что цифровая эпоха. Поэтому давайте побольше цифры внесем в процесс образовательный, чтобы это было не такое чуждое какое-то явление, а реальное, то, что дети с самого малых классов используют, познают. И нас, взрослых, тоже в чем-то, наверное, образовывают и подтягивают в будущее. Церемония открытия нового детского технопарка «Кванториума» прошла торжественно с перерезанием красной ленточки. Кабинет физики оснастили новыми беспроводными мультидатчиками. Это цифровое устройство, выполненное в виде платформы с многоканальным измерителем, который одновременно получает сигналы с различных встроенных датчиков, размещенных в едином корпусе устройства. Школьникам очень даже нравится.
Мне понравилось 3D-моделирование. Соединение, лампочки. Там желтые. Потом, весовые приборы. Появилось огромное желание учиться еще усерднее. Научиться работать с новыми технологиями. В кабинете химии теперь можно проводить серьезные лабораторные работы, а занимаясь биологией, изучать материал на новых микроскопах. Они электронные, но очень простые в использовании. Безумно рада этому дню, ведь благодаря этому у нас появилось множество возможностей, чтобы углубиться в науке и узнать очень много нового, чего не могли мы узнать прежде. И теперь мы сможем с легкостью проводить различные лабораторные работы, благодаря чему наше умение, успеваемость значительно улучшится. И это прекрасная возможность для нас. Директор школы уверена, что этот детский технопарк для школьников откроет им возможности для дальнейшего получения дополнительного образования по техническим специальностям. Каждый ребенок мечтает о том, чтобы у него был комплект или набор по робототехнике. А себестоимость такой игрушки сейчас в настоящее время очень дорогая. И не каждый родитель себе может позволить. А здесь дети приходят к нам заниматься внеурочной деятельностью, помимо уже уроков. Да? И они сами, представляете, не надо думать, мечтать, а можно уже прикоснуться и что-то самому сконструировать. На оборудование было выделено более 21 миллиона рублей. Напомним, что кванториум в школе номер 3 уже второй. Первый был открыт в гимназии номер 5. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, телеканал ТУВА-24. В Национальном музее Тувы открыта выставка, посвященная 30-летию визита Его Святейшества Далай-ламы XIV в республику в 1992 году. 30 лет назад, 19 сентября, на тувинскую землю впервые ступил духовный лидер буддийского мира. В экспозиции фотографии приезда духовного лидера, его встреч с верующими. Приезд Его Святейшества проходил с 19 по 21 сентября. Он стал для сотен тувинцев, приехавших со всех уголков республики, глотком свежего воздуха. Экспозиция представлена восковой фигурой Его Святейшества Далай-ламы XIV. Есть вещи буддийских монахов XIX века, статуэтки из разных материалов и скульптуры зеленой тары. Выставка интересна тем, что мы представили также и музейную коллекцию. Это изображение буддийских божеств именно зеленой тары, так как тувинцы особо почитают зеленую тару, Ноганда реки Пургана. Сотрудники Национального музея приглашают всех жителей республики на выставку, чтобы прикоснуться к философии буддизма. Действительно, когда выставка начинает работать, нам бы, музейным сотрудникам, хотелось бы, чтобы она не пустовала. А это значит, это активная программа, образовательная программа, воспитательная программа, для чего мы призываем всех школьников, студентов, родителей, бабушек, дедушек посетить эту выставку. Всем, кто хочет наполниться энергией, обрести душевную гармонию, стоит обязательно посетить выставку. Алдана Исаева, Владимир Суртюк, Мирана Иргит, ТУВА-24. Это были новости на телеканале ТУВА-24. В студии был Даян Данцирюн. Не пропустите наши новости на наших официальных страницах в социальных сетях и на нашем официальном сайте. Всего вам доброго.